Здравствуйте, уважаемые земляки и актакульцы! Рассказывая об исторических событиях и жителях нашей малой родины, мы часто встречаемся со старейшинами деревни. На днях мы посетили ветерана труда, столяра-плотника с полувековым стажем, в прошлом прораба строительной бригады колхоза «Уразман» Пимуллина Хунтимирпича. Наш радиоочерк составлен из его воспоминаний и называется «Мастера золотые руки». Основателем столярной мастерской в деревне Актакуль считается Владимир Петр Петрович. Еще с детства, увлеченный поделками из дерева, отслужив 3 года в инженерно-строительных войсках и там же освоивший навыки работы на станках, Петр Петя собственноручно смастерил циркулярно-фуговальный станок. В те далекие 50-е годы не во всех колхозах такое было. Большим размахом шло строительство хозяйственных сооружений в колхозе и частных домов в деревне. Была создана целая бригада, и возглавил ее окончивший Казанское строительное училище Пимуллин Хунтимирпича. Под его руководством построены гаражи, фермы-коровники, склады зернохранилища. Весь пиломатериал обрабатывался в Актакульском столярном цехе. Работавшие в те годы Юльтимеров Константин Петя, Илюхин Тудияр Петя, Пимуллин Якуб Петя трудились, не покладая рук. Через их умелые руки прошли не только строительные лаги стропилы, но и добротные оконные и дверные рамы, причудливо узорные наличники. Были они и кузнецами, и каменщиками, воистину мастерами золотые руки. Славились наши умельцы и в других селах. На самые ответственные стройки жители соседних деревень всегда звали яктакульцев. Ставили они и себе большие добротные дома, где затем всю жизнь прожили и растили детей. Конечно, сегодня их родовые гнезда уже облагорожены современными материалами, но с внутренней стороны сохранились обтесанные и обструганные их руками бревенчатые стены, косяки окон и дверей. Потомки наших мастеров, плотников, хранят и чтут память своих предков. И это правильно. Ведь ничего нет дороже и ближе того, что создано своими руками, к чему приложена твоя душа и сердечное тепло. Особенно дорого, если это руки твоего отца, брата или близкого родственника. Спасибо вам, наши мастера-кудесники, за ваш благородный труд. Вечная вам память в сердцах ваших потомков и односельчан.